Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Спасибо, что зашли на мой канал Фитошоу. Приглашаю вас познакомиться с целебными свойствами всем известной нам сосны. Хорошо знакомое всем хвойное дерево удивит вас своими полезными свойствами и пользой для здоровья. Прогуливаясь по хвойному лесу, наверное, каждый человек испытывает удовольствие и восхищение. Сосна лечит даже на расстоянии. Вдыхая фитонциды в сосновом бору, можно вылечить насморк, бронхит. Что же собой представляет сосна и какую пользу приносит она здоровью человека? Сосна – это уникальное растение, которое люди уважали с давних времен, используя его целебные свойства для оздоровления. В сосне полезно все – шишки, молоденькие и старые, веточки, хвоя, живица. Сосна обыкновенно может достигать высоты в среднем 30-40 метров. Крона дерева высокая, конусообразной формы. Кора сосны внизу ствола плотная и толстая, потрескавшаяся, а вот в верхней части кора тонкая, красного цвета. Все части сосны обладают богатым составом и насыщенностью активными веществами. Лучше всего использовать хвойные иголки поздней осенью, либо зимой, потому что хвоя свои лечебные свойства сохраняет лучше всего при минусовых температурах. Сосновая хвоя содержит множество полезных веществ. Это витамины разных групп А, В, С, Е, К, П, эфирные масла, микроэлементы, железо, кальций, магний, фосфор, калий, марганец, органические кислоты, минеральные соли, дубильные вещества, фитонциды, крахмал, смолы. Кстати, в ней в 6 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Итак, какие же болезни лечит хвоя сосны? В том или ином виде свежую и сушеную хвою используют для лечения простудных недомоганий, кашля, насморка, ангины, трахеитов, бронхитов, ОРВИ и гриппа. Очень полезно при простудных заболеваниях проводить курс ингаляций. Для этого свежие иглы нужно залить холодной водой на 12 часов, затем довести до кипения и вдыхать пары с эфирными маслами. Также хвоя используется при заболеваниях полости рта, гингивитах, стоматитах, кариеса, пародонтоза. Устраняет также хвоя воспалительные процессы пищеварительной системы, гастриты, холециститы, панкреатиты. Это любое из перечисленных заболеваний можно полечить с помощью этого народного средства. Хвоя сосны также оказывает мощный профилактический и терапевтический эффект при атеросклерозе, гипертонии, сбое в работе сердца, плохом кровоснабжении мозга. Хвоя эффективна при гинекологических воспалениях. Хвоя сосны помогает при грибковых инфекциях и бактериальных процессах мочеполовой сферы у женщин. Еще при помощи хвои можно облегчить боль в суставах и улучшить подвижность. А хвойные ванны считаются хорошим средством для восстановления сил, нормализации сна, успокоения нервной системы, укрепления суставов и профилактика артрозов. Для приготовления такой ванны необходимо залить 250 грамм хвои 1 литром кипятка и дать настояться около часа. После приготовить ванну и вылить в нее настой. Такую ванну можно принимать не более 20 минут и находясь в ней так, чтобы вода не перекрывала область сердца. Хвойные ванны также рекомендуют при лечении кожной сыпи, фурункулеза и в качестве омолаживающего кожу средства. Сосновые почки тоже считаются очень ценным продуктом, поскольку применяются в виде отвара, как отхаркивающее средство при бронхите, для ингаляции при воспалении верхних дыхательных путей, как мочегонное и дезинфицирующее средство, для лечения ваннами в виде отвара или настоя при рахите и золотухе. Посмотрим несколько полезных рецептов. Отвар или настой из хвои. Берут 1 столовую ложку хвои сосны, заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут. Употребляют по 2 столовые ложки 3 раза в день. Настой из сосновых почек. 1 столовую ложку почек сосны заливается 2 стаканами кипятка, настаивают в закрытой посуде в течение 2 часов, процеживают. Принимают настой по 1/4 стакана 3 раза в день, как отхаркивающее, мочегонное и патагонное средство. Как приготовить варенье из сосновых шишек? Для этого необходимо 1 кг зеленоватых сосновых шишек, 1 кг сахара и 1 литр воды. Перед приготовлением промытые шишки нужно залить водой и оставить на 24 часа, чтобы избавиться от горечи. Варить варенье лучше при медленном кипении от 1,5 до 2 часов, пока варенье не приобретет красноватый оттенок. Какие существуют противопоказания к применению хвои? Наружные средства из хвои можно использовать практически всем, исключая только аллергиков. А вот для внутреннего применения имеются определенные противопоказания. Нельзя использовать средства из хвои людям, страдающим острой почечной недостаточностью или сердечной недостаточностью, а также при аритмии сердца и воспалительных заболеваниях печени. Средства нельзя принимать внутрь при язвенных обострениях. Нельзя применять этот дар природы и беременным женщинам, кормящим мамам.
Как видим, польза от применения хвои огромная. Обязательно используйте ее для улучшения здоровья, если, конечно, нет противопоказаний. А еще почаще выезжайте в лес, дышите целебным воздухом свежей хвои, насыщенным фитонцидами. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч!